Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. 2026 в нашей стране объявлен годом единства народов России. Об актуальных вопросах межэтнических отношений в регионе и строительстве гражданского общества, а также о господдержке ветеранов СВО сегодня поговорим с гостем студии, заместителем председателя Госсобрания Илтумен Республики Саха Александром Подголовым. Александр Григорьевич, здрасте. Здравствуйте. Расскажите, какими ключевыми законопроектами, возможно, решениями запомнился уходящий 2025? На самом деле, я бы сказал, что два основных закона, они, в общем-то, касались всех депутатов Государственного собрания, потому что они такие очень серьезные, ключевые. Это, в первую очередь, закон о бюджете республики на 26, 27, 28 год, потому что время сложное, неоднозначное, и на самом деле здесь нужно было принимать очень серьезные решения, серьезно взвешивать. Многие вещи популистские уже не проходили, которые часто были годы, когда мы могли их пропускать, то сейчас более серьезнее. Я не в том смысле, что там депутаты раньше... мы больше не говорим. Да, потому что на самом деле здесь очень серьезные вопросы ставились на бюджете, серьезные проблемы стоят перед республикой. При этом их надо решать, а не только говорить. Поэтому это, конечно, закон о бюджете республики. Второй закон – это уже закон, который вообще как бы касается жизнеустройства и вообще жизнедеятельности нашей республики. Это, конечно, закон о самоуправлении, как его называют. И там очень много вопросов, которые мы очень долго обсуждали, которые мы очень долго спорили, решали, и поэтому практически авторами этого закона являются 55 депутатов. Все члены фракции партии «Единая Россия». Потому что мы это обсуждали в недрах своей партии, и готовы были уже потом ее все защищать, и какие там вопросы были подняты. И, естественно, много сейчас, когда мы встречаемся, еще очень многие наши избиратели не до конца понимают, но мы стараемся объяснить, для чего, почему и зачем мы приняли этот закон. Это отдельная песня, и очень много про нее можно рассказывать. Но я бы хотел сейчас остановиться на том законе, который инициировал комитет, который я возглавляю, комитет по делам военнослужащих, ветеранов боевых действий, вопросам воспитания, патриотического воспитания и общественных организаций. Да? Это закон о психологической помощи. Вы знаете, он в какой-то степени революционный, потому что его нет на федеральном уровне. Но наше Госсобрание уже не впервые выходит с такими инициативами, когда мы принимаем законы субъектовые, но которых нет еще на федеральном законе. Я могу привести вам большое количество законов, примеров. И это на самом деле нам дает то, что мы, являясь пионерами, мы, по крайней мере, не ждем, когда решат проблему, а мы ищем пути этого решения. И сейчас в связи... вообще давно надо было, конечно, этот закон принимать. Я, когда работал заместителем Центра по психологической помощи и поддержке семьи и молодежи, то я очень серьезно столкнулся с проблемами и отсутствием этого законодательного. Потому что психологи, где бы они ни работали, у них как бы нет единой отрасли. К ним отношение в МЧС одно, в МВД другое, в Минздраве третье, в образовании четвертое, а просто как психология пятое. И у них нет единого методического центра. Между ними идут постоянно недопонимания. Каждый тянет на себя одеяло, грубо говоря. И мы хотим как раз сейчас принять такой закон, который бы, по большому счету, примирил бы, был бы единый какой-то методический центр, который организационный, который бы этими вещами управлял. Потому что вопрос сейчас очень серьезно стоит. Сейчас много ребят будут возвращаться с СВО, и им нужна помощь психологическая. Не психиатрическая, а психологическая. У нас, к сожалению, население до сих пор путает психиатрическую помощь и психологическую. Поэтому здесь наш комитет взял на себя, мы 2 года над ним работали, и наконец-то мы его приняли в первом чтении.
Ну а о других законах мне хотелось бы просто еще раз отметить, мы являемся активными участниками в обсуждении федеральных и принятии федеральных законов, которые касаются двух вопросов по СВО. Это о земле и о трудоустройстве. Так. Это очень много законов различных принимается, и мы понимаем, что вот эти вопросы по трудоустройству и земле, к большому нашему сожалению, на уровне республики эти вопросы мы не решим. Я могу приводить примеры, но у нас, может быть, другие есть вопросы. Да, Александр Григорьевич, вот продолжая тему участников СВО и членов их семей, ведь поддержка же оказывается, ну, и в других отраслях. Да, у нас же целый, я сказал бы, такой комплексный пакет помощи, который состоит из 33 федеральных, 44 региональных, республиканских и 7 муниципальных мер поддержки участников и членов семей. Там, начиная от детского сада, заканчивая выплатами различными. Практически во всех направлениях этой работы социальной помощи участникам и семьям, ребят, которые участвуют в СВО, у нас, ну, я не знаю, у нас, по-моему, уже не осталось ни одного министерства. Так или иначе, практически в каждом есть министерстве, кто принимает соответствующие какие-то задачи, решения проблем. Поэтому и я думаю, что мы будем дальше совершенствовать их. Но об этом я говорю, что у нас очень мало времени. Это надо отдельно говорить, но если кого-то интересует, вот поверьте мне, если вы придете в фонд защитника Отечества или в Министерство социальной помощи, вот у нас по труду, занятости, вам все там объяснят и все расскажут. Можете приходить в наш комитет Илтумена, и мы тоже все покажем, расскажем. У нас есть специальные методички, которые мы можем отдать. Мы можем дать в электронном виде. Поэтому здесь очень хорошая работа ведется. Но есть вопросы такие уже конкретные, которые надо решать на федеральном уровне. Но в последние годы еще и работа же ведется в части патриотического воспитания. Наконец-то на это обратили внимание. Вот в самом начале я вам сказал, что наша республика как раз отличается тем, что принимает законы, которые у нас есть, а больше нигде нету. И вот у нас есть закон о патриотизме, который приняли наши коллеги в 6-м созыве. И он единственный пока в России. И вот мы вместе с коллегами, депутатами Крыма и Донецка, выдвинули, скажем, такой, инициировали федеральный закон о патриотическом воспитании. И как раз вот в марте месяце 2025 года к нам приезжал комитет по делам молодежи, который как раз отвечает за патриотизм, и мы с ними обсуждали этот вопрос. Мы убедили членов комитета, которые к нам приехали, что этот закон необходим, и он необходим на федеральном уровне, потому что есть вопросы, которые должны быть одинаковые. Есть, конечно, вопросы, которые должны решаться на региональном уровне, на местном уровне, но есть такие, скажем, как они говорят, скрепы, духовные, наши, которые должны идти федеральные, нашей страны, вот, которые сейчас подтверждается, и когда говорят наши лидеры страны, лидеры нашей республики, вот как раз вот этот закон ждем, когда вот этот комитет его отработает, и мы как раз являемся инициаторами этого закона о патриотизме. Ну и тут надо сказать, что вот у нас этот закон есть, и он работает, и это же заметно. Смотрите, у нас появился Центр «Патриот». У нас проведено более 200 мероприятий с патриотической направленностью, и на самом деле они уже не стали такие галочные или для проформы, а именно то, что, конечно, задевает каждого человека за сердце. Они искренние, они настоящие. Ну, я могу приводить много примеров, но вот одно из последних было, например, это форум добровольцев, их называют волонтерами. Добровольцы, вот это люди разных профессий, разных социальных слоев, разного возраста, разных полов. В основном, конечно, женщины, да? Вот они собираются, они
отдают свою теплоту своего сердца, своей души в помощь ребятам с СВО. И этого можно продолжать и рассказывать очень много. Но, тем не менее, хочу спросить вас, учитывая, что у нас год единства народов России объявлен в стране, какие мероприятия запланированы? Ну, Хотя бы топ-3. Нет, ну для меня-то это вообще как председателя Ассамблеи народов Якутии, мне хочется сразу же сказать, вот наша республика, она опять впереди всей России, потому что, смотрите, Ассамблея народов у нас была создана раньше, чем Ассамблея народов России. Мы один из только субъект, у которых есть День национальных культур. Понимаете? И это говорит о том, что мы являемся лидером в этом направлении. И здесь я не хочу выделять 3. Это было бы слишком несправедливо, да? Потому что, понимаете, вот мы один из тех регионов, который отмечает, смотрите, Сухарбан бурятский, Масленицу русскую, Эсэх якутский, Бакалдын эвенкийский. И это можно продолжать. Навруз, мусульмане, хотя это не мусульманский праздник. И у нас вот эти все праздники отмечаются народом, куда приходят другие народы и вместе отмечают эти праздники. У нас отмечаются, например, дни поэтов, того же Расула Гамзатова, да? Наших великих якутских писателей, братьев Даниловых, например, Александр Пушкин, сейчас Лермонтов. И этих мероприятий сейчас запланировано очень много. А еще и планируется такой, как праздник хороводов. Ведь у каждого народа главный танец это какой? Это хоровод. Хочешь, называй его хоровод, хочешь танец орла, хочешь осохой. Но это хоровод, это танец по кругу. И поэтому у нас это тоже здесь запланировано. Поэтому мне бы вот правда не хочется выделять, ведь я что-то уже назвал, а с другой стороны, я еще сколько я не назвал. Поэтому в этот год единства народов наши вот все национально-культурные объединения, они, в общем-то, с радостью восприняли, потому что на самом деле это же приятно, когда обращают внимание на народы. А у нас еще и год культуры. Понимаете? Народов единства и культуры. Вообще очень такое переплетающееся, взаимодополняющее направление. Поэтому я думаю, что у нас пройдет очень все хорошо, здорово. Ну и, конечно же, это зависит от нас. Ну, Александр Григорьевич, на такой ноте не хочется, конечно, вас отпускать, но все-таки попрощаемся. Спасибо большое, что пришли. Удачи в реализации всех задуманных мероприятий. Приходите к нам еще. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.